Во Владивостоке открылся первый региональный филиал Национального центра «Россия». Событие без преувеличения знаковое для всего Дальнего Востока. Новый центр расположился в самом сердце города, в здании бывшего океанариума и создан по распоряжению президента России Владимира Путина. Официальным днем запуска центра считается 4 сентября. Именно тогда с визитом сюда прибыл президент России Владимир Путин. Уже на следующий день двери распахнулись для горожан и гостей Владивостока. И за это время пространство успели посетить около 5000 человек. Сегодня здесь работают 40 сотрудников, действует 26 экспозиций, а в память о прошлом здании океанариума сохранился главный большой аквариум. В нем живет осетр по имени Петр. Мы сейчас открыли первую очередь национального центра. Это только первая очередь. У нас еще большой план на будущее. До 2028 года будет и вторая, и третья очередь. Мы планируем большой конгресс-холл построить. Мы планируем сделать хорошую зону фудкорта, потому что сейчас у нас представлено только одним кафе. Мы планируем к концу следующего года сделать, чтобы это была полноценная фудкорт-зона, где будет представлена кухня России. То есть то же самое, как у нас сейчас представлено в Национальном центре в Москве и на выставке ВДНХ, которая прошла «Дом российской кухни». Вот то же самое мы хотим сделать у себя, чтобы можно было попробовать и приморскую кухню, и якутскую кухню, и попробовать кухню Бурятии, Чеченской республики, всей той огромной страны, в которой мы живем и мало о ней знаем. Экспозиция занимает 2 уровня общей площадью 2500 квадратных метров. Первый этаж знакомит с богатствами и природным потенциалом Приморья, уникальными заповедниками, красотами региона и культурой коренных малочисленных народов. Второй этаж отражает настоящее и будущее: агропромышленный комплекс, транспортные и логистические проекты, образовательные инициативы и культурную жизнь города. Абсолютно все экскурсии бесплатно. Так было, так будет. Мы являемся, так скажем, филиалом Национального центра в Москве. Там тоже абсолютно все бесплатно. Поэтому, соответственно, экскурсии всегда бесплатно. Регистрация проходит через сайт russia.ru. Для этого нужно выбрать регион Приморский край, афишу, выбрать экскурсию. У нас экскурсия по Национальному центру называется «Открой Приморский край», и зарегистрироваться на то время, дату, которая подходит. Но большой ажиотаж сейчас, и у нас практически уже даже на начало октября нет мест на экскурсиях. Но бывает так, что люди приходят, так скажем, гости просто заходят с улицы, и если у нас группы недоукомплектованы, люди записались, по каким-то причинам не пришли, мы, конечно же, стараемся присоединять гостей, стараемся не отказывать. А здесь, пожалуйста, можно пройти под Золотым мостом. Также прошла 26-я дальневосточная выставка «Печатный двор», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Это главное книжное событие Дальнего Востока, где представлены 90 издательств и полиграфических компаний из Приморья, Камчатки, Хабаровска и других регионов. Выставка традиционно объединяет несколько площадок, от масштабной экспозиции, премьер новых изданий до встреч с авторами, издателями и обсуждения ключевых тем. Особое внимание занимает раздел, посвященный победе и завершению Второй мировой войны. Республику Саха-Якутия представил издательский дом Северо-Восточного федерального университета. А на церемонии награждения, где присутствовала заместитель министра культуры России, особое внимание привлекла номинация «Книги Победы». Почетную награду здесь получила национальная издательская компания «Аяр». Мы сотрудники издательского дома Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Очень рады и горды тем, что мы здесь, в гостеприимной дальневосточной земле, принимаем участие в печатный двор книжной выставки. Основное направление — научная литература, учебно-методическая литература и социально значимая литература, а также участников и читателей интересует наша история, этнография, литература народов Республики Саха-Якутия. В
Впервые в городе прошел фестиваль семьи «Крепкая семья, крепкая Россия», приуроченный ко Дню многодетной семьи. Этот праздник собрал сотни горожан и гостей со всего Приморья, превратившись в настоящий форум радости, тепла и семейных ценностей. На большой сцене зрителей ожидала яркая концертная программа, а вокруг целый калейдоскоп активностей. Конкурсы и подарки, творческие мастер-классы, семейные квесты, занятия йогой и уроки здорового образа жизни. Благотворительные фонды подготовили для детей познавательные мастер-классы. Кульминацией праздника стало шествие семей. По центральной набережной Владивостока прошли многодетные семьи из самых разных уголков Приморского края. Это шествие стало символом единства и силы традиционных ценностей. Ну, сегодня очень теплое, такое хорошее мероприятие «Крепкая семья, крепкая Россия». Ведь у нас же все идет в семье, все истоки идут в семье. И сегодня мы проводим очень добрый мастер-класс. Вот сейчас Татьяна Геннадьевна расскажет про мастер-класс. Да, у нас волшебный мастер-класс. Мы рисуем на камнях, вернее, дети рисуют на камнях, можно со взрослыми. И рисуют не просто солнышко, наш девиз «Везде есть солнце». Они оставляют свой след в природе. Мы учим детей не только рисовать нестандартными красками, но еще и пользоваться поталью. Поэтому наши солнышки все золотые. И они оставляют след и в душе. Можно забрать домой, можно оставить на пляже, как послание другому человеку. И данный мастер-класс, он доступен также для людей с ОВЗ. Вот я человек с ОВЗ, и очень доступно и интересно. Во Владивостоке открылась новая страница в туристической жизни. Теперь в Китай можно отправиться без визы. С 15 сентября действует пробный режим безвизового въезда. Если раньше туристы могли пересекать границу только в составе группы от 5 человек и лишь с оформленной визой, то теперь достаточно просто собрать чемодан и поехать одному. Максимальный срок пребывания до 30 дней. Правда, из-за наплыва туристов китайская таможня пока не справляется с потоком, и, по словам турагентов, случаются задержки. Но есть и явный плюс. Агентствам больше не нужно тратить время на оформление виз. Работа упростилась, а стоимость поездки, несмотря на новые правила, осталась прежней. По прогнозам сотрудников, безвизовый режим успешно пройдет пробный период и будет продолжен. Да, сейчас можно ехать, например, если раньше были ограничения, заверяли списки в департаменте по туризму минимум 5 человек в группе, да, то сейчас можно поехать самостоятельно и можно поехать одному человеку. Да. Но это минусы в чем? Потому что теоретически можно возвращаться раньше. Да, если раньше можно было на 10 дней дата заезда, дата выезда включительно заверяли списки в департаменте, то сейчас можно выехать раньше. Но это брони с гостиницами, проблемы с принимающей стороной. Также есть проблемы непосредственно самой таможни. Китайцы не справляются с большим потоком туристов, с потоком новой информации, у кого какие даты, кто на какую дату зашел, кто миграционный, кто по спискам. Какие-то все равно проблемы, сейчас каша на границе происходит. В связи с этим задержки на таможне. Сейчас на год запустили, но нам нужно всем время, я думаю, это месяца 3, для того, чтобы это все дело устаканилось. И в целом это очень удобно и для нас, и для удобства формирования групп. Мы также продолжим формировать группы туристов, да, потому что приграничный Китай это 4-5 дней в основном. И дальше туристический поток едет в основном отдыхать на 10 дней. Да, на 30 дней, конечно, есть люди, но это, наверное, 10% всего рынка едет на 30 дней. А так люди как ехали на 15 дней максимум, так и в целом на 10 дней едут отдыхать. Совсем недавно начался учебный год. На набережной кампуса ДУФУ прошла первая встреча студентов из Якутии. Якутское землячество Кескиль организовало для первокурсников ознакомительную программу. Их задача – помочь первокурсникам освоиться на новых условиях. Первым мероприятием стала традиционная встреча на кругах. Так называют место, где собираются для совместного общения и времяпровождения у костра. По словам руководителя землячества, впереди запланирована обширная программа. Первокурсники отмечают, что такие мероприятия позволяют быстрее включаться в студенческую жизнь и найти новых друзей.
Это традиционное наше мероприятие «Круги», так как организация наша занимается в первую очередь адаптацией первокурсников. Очень важно показать себя, кто мы такие, какие мероприятия мы проводим, на каких масштабах мы их проводим. Вот, поэтому в целом мы сейчас занимаемся адаптацией первокурсников. В первую очередь мы, конечно же, знакомимся с ними, рассказываем, на каких направлениях мы учимся, на каких курсах, и дальше у нас еще идет знакомство с самими первокурсниками. Помимо этого, также прошло посвящение в первокурсники. В этом году праздник совпал с Днем государственности Республики Саха-Якутия и стал по-настоящему значимым событием. Ежегодно Якутское землячество Каскиль устраивает для новичков торжественное посвящение. Студенты готовятся к нему заранее. В программе спортивные и интеллектуальные игры по станциям, творческие конкурсы и традиционный вечер у костра под гитару. В этот раз в программу игр по станциям впервые включили викторину, проверяющую знания о родной земле. Наше мероприятие посвящения первокурсников ровно попало в День государственности Республики Саха-Якутия, нашей Родины. Поэтому мы очень гордимся этим. И было бы неправильно не посвящать этот праздник именно этому нашему традиционному празднику. Поэтому в связи с этим мы придумали станцию, посвященную именно Дню государственности. Это викторина, то есть викторина состоит из 10 вопросов. И получается, команда должна ответить на них все правильно. Если правильно не отвечают, то они должны приседать. И, конечно, если они не знают, то мы им дополнительно рассказываем, чтобы они знали о Якутии больше. Также в Владивостоке только сейчас наступает осень, а в ботаническом саду Институте Дворан продолжается сезонное цветение растений. В коллекции сада представлено около 80 сортов и видов хризантем, различные формы и окраски астр, 70 видов гортензий, а также георгины и бругмансия. Общая площадь территории составляет 169 гектаров. Пространство условно делится на несколько зон. Экологическая тропа, оранжерея с тропическими растениями и экспозиции с декоративными сезонными культурами. Помимо экспозиционной деятельности, сад реализует программы экологического просвещения, проводит разнообразные экскурсии, сезонные мастер-классы для детей и образовательные мероприятия. Каждый сезон в саду уникален. Здесь открывается возможность приятно провести время и узнать много нового. Ботанический сад можно условно разделить на 3 экскурсионные зоны большие. Это экспозиции с различными цветками, растениями. Также это оранжерея, где у нас представлены различные тропические и субтропические растения. И, конечно же, экологическая тропа общей протяженностью свыше 2 километров. Со временем она будет расти. Экологическая тропа проведет вас через настоящую нетронутую уссурийскую тайгу и приведет к видовой площадке, с которой видно наш Амурский залив и низководный мост. Такой разный и всегда прекрасный сегодняшний Владивосток – это точка активного социального и культурного притяжения, знаковые выставки, студенческие инициативы, семейные праздники, уникальная природа. Все это создает яркую, многогранную жизнь города, в котором есть место как динамичному развитию, так и сохранению добрых традиций. Лиана Осипова, Владивосток.